А возлюбленные, не волнуйтесь, ибо я, сияющий маяк, освещающий ваш путь, решительный ответ на ваши вопросы. У меня есть ключ к тому, чтобы разблокировать множество забот, живущих внутри вас. В глубине души вы признаете эту истину, ваше сердце таит в себе эту безопасность. Как ваш наставник-пастырь, я постоянно призываю вас отпустить свои тревоги, независимо от того, с какими обстоятельствами вы сталкиваетесь. Я понимаю глубокую озабоченность предстоящими днями, вашей карьерой, вашими средствами к существованию и фундаментальными решениями, которые определяют ваше существование. Существует страх потерять основы, на которые вы опираетесь, или вероятность того, что другие закроют двери возможностей. Вы можете почувствовать себя в ловушке, мишени для злонамеренных проектов. Но послушайте меня еще раз, не волнуйтесь, моя сила превыше всякого испытания. Ни один человек, каким бы влиятельным или обманчивым он ни был, не должен вас пугать. Они могут замышлять в начале дня, плести разочарование, выбирать слова, которые причиняют боль, пытаться разрушить то, что я взрастил внутри вас. Я умоляю вас найти момент спокойствия, пространство одиночества. Просто закройте глаза, слова бесполезны. Тихо, обратите внимание. Мой голос пронзит вашу душу, обнажая и залечивая скрытые шрамы, которые вас беспокоят. Это раны, которые пробуждают вас ото сна, погружают в туман растерянности, неуверенности в своих мыслях и действиях, беспокойства о предстоящем дне и подавленности одиночеством ночи. Послушай и приблизься ко мне, войдя в мое присутствие. С моими словами вы откроете в себе силу и ответы, которые ищете. Ищи меня в тишине рассвета, я всегда внимательна, понимающая, даже когда твое сердце говорит шепотом и глаза мокрые от слез. Помни, я люблю тебя, я рядом с тобой и всегда рядом с тобой. Пока мир пытается погрузить тебя в боль, я окутываю тебя своей безграничной любовью. Пока другие ожидают твоего падения, мой дух нежно поднимает тебя, шепча: «Вставай, возлюбленный». Сердце мое, стой с благодатью, будь мужественным и смелым. Никакая тень не будет брошена на тебя. Держите эти слова при себе и глубоко размышляйте над ними, пока наступает ночь. Обращайте внимание на каждое слово, эти сообщения питают вашу душу и приносят спокойствие вашему разуму в вашем пространстве. Мое божественное присутствие излучает сияющее сияние. Раскройте свои духовные глаза, хотя бы на мгновение, и станьте свидетелем легиона небесных ангелов, защищающих вас от горечи мира. Возьмите на себя обязательство помнить об этом, когда свет угаснет и наступит ночь. Скажи эти слова в святилище Всевышнего. Я остаюсь окутанным любовью под защитой Всевышнего. Я, ваш всемогущий Господь, напоминаю вам, мир может смеяться над вами, но я смотрю на вас с любовью. Мир может судить тебя и пытаться изменить тебя, но я различаю твою истинную сущность. Я люблю тебя и обнимаю тебя таким, какой ты есть. Мне открыты твои мечты, не скрыты твои стремления. Приближается время, когда вы будете стремиться к преобразующим изменениям в своей жизни. Вы избавитесь от вредных привычек, которые когда-то вас заточили. Наступит день, час, когда вы научитесь ценить себя, любить себя и заботиться о себе. Это не эгоизм, это одна из моих заповедей. Помните, любите ближнего своего,
как самого себя. Осознавайте и цените свою ценность. Это понимание не будет порождать тщеславие. Вместо этого я вооружу вас сердцем, которое сочувствует страданиям других и признает вашу собственную ценность и потенциал. Вы с радостью примите дары и благословения, которые я приготовил для вас. Благословляю тебя не за безупречное дело, а за мою любовь и желание. Я вижу ваши недостатки и несовершенства, но я также вижу ваши способности и ваши дары. Я благословляю тебя своей благодатью и своей милостью. Не отворачивайтесь от благословений, которые я предназначил для вашего будущего. Больше не беспокойтесь об этом, на горизонте наступает период изобилия. Наши дни будут наполнены миром и радостью. Это моя любовь благословляет вас, и благословения, которые я дарую вам, не несут боли или печали, а вытекают из глубокого колодца любви моего сердца к вам. Скажи мне сейчас, ты веришь в это? Поделитесь этим со мной, запишите это на бумаге. Я жажду увидеть, как ваш разум и сердце переполняются верой. Я открою небеса, чтобы осыпать тебя благословениями. Я запечатлю свое слово в ваших сердцах, гарантируя, что вы будете идти твердо, постоянно окутанные этой любовью. Примите прощение за свои ошибки, вы человек, склонный к слабости, но я Бог безграничного сострадания. Я приветствую ваше раскаяние и даже из глубочайшего отчаяния выведу вас. Благословения, которые я предлагаю, превосходят земные богатства, дары, которые я приготовил для тебя, более драгоценны, чем богатство мира. Если я заявляю, что открою вам небеса, примите мое обещание с верой и ответьте: «Я верю». Отнесись к моим словам серьезно, ведь это не простая игра, моя любовь к тебе очевидна, а не скрыта. Выйти, созерцать небо. Вдохните дар жизни и почувствуйте тепло солнечных объятий. Это мои подарки вам, мое выражение любви. Я здесь ради тебя, постоянно присматриваю за тобой. Снова и снова я спас тебя от грани отчаяния, я освободил тебя, когда ты заблудился в начале этого года. Теперь, когда вы сталкиваетесь с проблемами и невзгодами, не останавливайтесь и не останавливайтесь в своем путешествии. Ваши мечты имеют для меня огромную ценность и обязательно сбудутся. У тебя есть цель, которую я дал тебе. Через вас я намерен ежедневно раскрывать свою любовь и свою силу. Я вдыхаю в вас мой Святой Дух, изменяя вашу духовную чувствительность. Вскоре вы сможете увидеть больше, чем просто видимость, и распознать истинные намерения окружающих вас людей. Я дарую вам обильную мудрость, необыкновенным образом улучшая ваше восприятие. Вы достигнете и затронете многие сердца, предлагая помощь и руководство. Живите моим словом, позволяя другим стать свидетелями ощутимых результатов вашей веры, демонстрируя, чего могут достичь те, кто знает и верит в мою силу. Откройте свои руки, чтобы получить огромные благословения, которые я изливаю, примите их всем сердцем и с верой. Небеса расступятся в твою пользу, но помни, никогда не впускай меня в свое сердце. Заявите о своей любви ко мне, подтвердите свою веру и посвятите себя непоколебимой преданности. Раскройте свои объятия, чтобы приветствовать любовь, которую я вам даю, чувствуя, как внутри вас переливается глубокая радость. Я знаю о ваших бессонных ночах, о мыслях, которые приходят вам в голову, и призываю вас не бояться.
Я развеиваю те страхи, которые таятся в твоем прошлом. Сегодня я поднимаю бремя ваших проступков. Затянувшиеся раны заживают, и цепи, которые когда-то связывали вас, рвутся навсегда. Смотрите в будущее с верой. Я всегда с тобой до конца времен и никогда тебя не оставлю. Примите мою истину всем своим существом. Моя любовь к тебе вечна. Моя жертва на кресте – такое огромное выражение любви, что я воскрес с силой даровать вам вечную жизнь. Верьте моим обещаниям, я буду рядом постоянно, открывая для тебя нужные двери и закрывая те, что сбивают тебя с пути. Проявите мое учение как мощное свидетельство в своей жизни, показывающее плоды вашей непоколебимой веры и высоты, которых могут достичь те, кто доверяет моей силе. Протяните руки, ибо вам предстоит получить великое множество благословений. Примите их с искренней верой, ибо в этот самый момент небеса благосклонны к вам. Однако я умоляю вас оставаться твердым в своем сердце по отношению ко мне. Заявите о своей преданности, подтвердите свою веру и обязуйтесь сохранять верность. Я знаю о твоих бессонных ночах и буре мыслей, которые кружатся в твоей голове. Гарантировать страх бесполезен. Я растворяю страхи, скрывающиеся в тенях твоего прошлого. Неизгладимые раны заживают, и цепи, которые когда-то связывали их, безвозвратно рвутся. Смотрите в будущее с верой. Я буду рядом с тобой каждый день до конца и никогда не оставлю тебя. Примите мою правду, моя любовь к тебе глубока. Я жертвую собой на кресте, чтобы даровать тебе вечную жизнь. Верьте в мои обещания, и я постоянно буду направлять вас по правильному пути, подальше от потерь. Приблизьтесь ко мне, твердо придерживаясь этих уверений, вы обязательно получите мою милость. Мне не терпится позаботиться о тебе. Никогда не чувствуйте себя одиноким или растерянным. Меня отделяет всего одна молитва. Терпеливо ждите чудесных благословений, которые вы искали, но еще не получили. Будьте уверены, скоро эти долгожданные блага будут у вас в руках. Берегите мои слова глубоко в своей душе и взывайте ко мне от всего сердца и искренности, и я отвечу вам. Я укреплю твой дух, и жизненные бури больше не будут легко увлекать тебя. Не дрожите, опасаясь лжи, вводящих в заблуждение новостей, оскорблений и необоснованных угроз. Если я это скажу, поверьте. Вы не слабы, вы наделены полномочиями. Вы не пали и не побеждены. Разрушьте ограничения, наложенные вашими врагами. Отвергни вину за уже прощенные грехи, освободите свой разум от ненужных волнений. Лишите места злым чувствам. Не позволяйте обиде овладеть вашим сердцем, простите тех, кто причинил вам боль, и оставьте их и прошлое позади. Не оглядывайся, ваше будущее в моих руках, и я позабочусь о том, чтобы ваша судьба осуществилась. Я сотворю необыкновенные чудеса в твоей жизни, и ты увидишь, как твоя семья принимает мою любовь, а твой дом защищен могущественной кровью, очистившей твои грехи. Доверь мне свою веру, открой свой рот, и я наполню его обильно. Я накормлю тебя медом из скалы и лучшими пшеницами, вы будете полностью удовлетворены каждый день. Я всегда говорю вам свои обещания, надеясь дать вам больше. Погрузитесь в эти слова, которые приносят вам покой. Вооружитесь щитом, который защитит вас от злых атак. Я надеюсь, что слова, которые вы получите,
найдут отклик в вашем доме. Пусть ваша семья примет мои обещания, почувствовав в своих сердцах эту изысканную и сладкую благодать, которая окружит вас покоем. Я совершу чудеса, которые вы сочтете невероятными, и благословлю всех ваших близких здоровьем, пропитанием, свободой и процветанием. Кто еще может подарить вам эту сверхъестественную радость? Кто еще понимает ваши мысли и знает, что вам действительно нужно? Кто еще может одарить вас этой целительной любовью и сладостным душевным спокойствием? Я единственный, кто пожертвовал своей жизнью на кресте и воскрес, чтобы предложить вам спасение. Я архитектор ваших дней, автор вашей судьбы и вашего будущего. Для меня нет ничего недосягаемого. Многие были обмануты обманами мира, думая, что я не люблю их, что я намерен только наказать их. Я признаюсь в своей любви, но они колеблются, а отказываясь слушать, они выбирают иллюзии, которые ловят их во лжи. И все же я здесь разговариваю с вами. Это значит, что у меня большие и замечательные планы на тебя и твою семью. Это не иллюзия. Я ваш всемогущий Бог, и сегодня я говорю с вами с любовью и терпением. Я раскрываю свои прекрасные намерения и благословения, которые я положил на вашем пути. Я призываю вас искренне поверить в эту необыкновенную любовь, в эту добрую и щедрую любовь, которая не хвастается, не завидует, не поступает неподобающе и не ищет своего. Он нелегко гневается и не радуется злу, но радуется истине. Примите эту любовь, которая длится, верьте, надейтесь и упорствуйте во всем. Держитесь этой вечной любви, поскольку она является кульминацией сверхъестественных благословений, которыми вы уже обладаете, любви, надежды и веры. Но среди них величайшая – любовь, которая уже дарована тебе. Со всей моей любовью возьми это в руки. Потерпите еще немного, ты способен. Подумайте о том, как далеко вы продвинулись и как многого вы достигли. Хотя вы, возможно, чувствовали себя хрупкими и сомневались в своей способности добраться туда, где вы находитесь сегодня, я призываю вас продолжать проявлять настойчивость и настойчивость. Знай, что я с тобой и что ты должен стоять твердо. Как это? Когда трудное время закончится, твоя связь со мной станет сильнее, чем когда-либо. Вы останетесь более решительными и непоколебимыми перед лицом всего, что встречается на вашем пути. Возможно, вы задавались вопросом, почему я допустил такие испытания в вашей жизни. Были времена, когда мы чувствовали себя брошенными и наказанными, но этого никогда не было. У меня есть для тебя глубокий план, который ты должен принять. Мое желание возвысить вас, одарить вас огромными благословениями. Трудности, с которыми вы столкнулись, ведут вас к более великим вещам, к благословениям, превосходящим ваше воображение. Погрузитесь в мое слово, цените его, следуйте моим советам. Не оставайтесь в страхе или сомнении, освободитесь от цепей суждений, обид и обид. Посвятите мне свои дни, часы и минуты, сосредоточьтесь на моем святом слове, которое приносит мир и силу вашей душе. Оставьте бремя позади и отпустите все, что мешает вашей вере и пониманию. Принятие этого чудесного благословения освободит ваш разум от прошлых обид и освободит вас от горьких мыслей и ситуаций, которые причиняют вам боль. Если вы потеряете дар речи или не захотите говорить, приходите ко мне и все же преклоните колени в тишине.
Я здесь, в твоем одиночестве, готов с любовью обнять тебя и еще раз показать тебе глубину своей любви. Даже когда тебе не хватает слов, я слушаю, что говорит твое сердце. Я точно знаю, как вы себя чувствуете. Поверьте мне, вас ждет новое будущее, полное великих благословений. Подожди, потому что это близко. Моя любовь к тебе вечна. Когда ты приближаешься ко мне, я окутываю тебя своей любовью, вытираю каждую слезу и окружаю неповторимым покоем. Я вдыхаю радость в вашу душу, укрепляя вас среди ваших испытаний, исцеляя и восстанавливая ваше здоровье. Я полностью понимаю, что вы чувствуете и пережили. Никто не знает тебя лучше меня, твое прошлое и высоты, которых тебе суждено достичь. Приходите ко мне, и я одарю вас самыми необыкновенными благословениями, которые вы когда-либо видели. Смело верьте. Мне не терпится сотворить чудеса с тобой и твоей семьей. Я готов проявлять сверхъестественные чудеса, но сначала я начну с того, что удивлю вас простыми вещами, постепенно вводя вас в духовную сферу, выходящую за пределы ваших предыдущих знаний. Вы отправляетесь в путешествие чудес, рождаясь заново в царство вечных возможностей. Ваша судьба на этом пути определяется не мимолетными эмоциями или видением ваших глаз, а верой в истинность моего слова. Я буду говорить с тобой, направляя тебя на великие дела. Будьте терпеливы, ибо я открою вам точное время, день и час, когда на вас обильно сойдут благословения. Не подражайте тем, кто теряет терпение и спешит творить свои чудеса. Они требуют слов, которых я никогда не говорил, в отчаянии ища похвалы, но затем впадают в грех и теряют веру. Вместо этого я формирую из вас божественный сосуд благословения, способный удовлетворить глубокую жажду любви, которую питают многие. Я призываю вас использовать свое время, чтобы благословлять других, и за каждое доброе слово, которое вы скажете, я дарую вам огромные благословения. Я приумножу вашу силу, буду способствовать вашим усилиям и открою для вас бесчисленные двери. Следуй за мной по путям славы, я снабжу тебя всем необходимым, чтобы ты мог твердо держать свое слово. Если возникнут трудности, не бойтесь, я дам тебе силы победить их. Как ваш Бог, я возьму вас за руку и поведу к получению благословений, которые я приготовил для вас. Не зацикливайтесь на своем прошлом, я простил каждую ошибку и ошибку. Сегодняшний день знаменует собой начало нового пути на моем пути, благословленного и почитаемого мной. Не позволяйте ничему вас беспокоить и не держитесь за эмоции, которые лучше оставить в прошлом. Оставьте позади вредные привычки, пороки или прошлые неудачи. Если я буду рядом с тобой во всех твоих начинаниях, успех будет следовать, если ты будешь следовать моей воле. Даже когда ваши враги сомневаются в вас и заявляют, что неудача – это ваша судьба, знайте, что ваша судьба уже написана, и никто не может ее изменить. Уверяю вас, ты будешь процветать даже в пустыне, в засушливых землях. Благословение и радость изливаются на вас в моих обещаниях, вдохновленных Святым Духом. Вы найдете всю необходимую вам мудрость, в этом мудрость свыше. Оставайтесь верными моему слову, изучайте его, учитесь и живите этим. Позвольте ему вести вас день и ночь, во свете или во тьме, и вы увидите, как все встанет на свои места. Так что вооружитесь терпением
и позвольте событиям развиваться, сохраняя непоколебимую веру в меня. Противостаньте греху и победите. Противники, но никогда не сопротивляйтесь моей любви. Вы обнаружите, что испытания пройдут, и после трудностей я благословлю вас радостью и миром. Поцелуй их, они ваша награда. Пришло время вам получить то, ради чего вы так усердно трудились. Знай, что я всегда с тобой, никогда не оставлю тебя, даже когда кажется, что все обстоятельства против тебя. Двигайтесь вперед с уверенностью, ибо я буду сражаться в ваших битвах, приведя вас к победе во всем. Я твой Бог, твой Спаситель, который любит тебя и всегда защищает тебя. Даже в самые слабые моменты, когда ты споткнешься, моя благодать покроет тебя. Помните, о чем бы вы искренне не попросили от всего сердца, я дам вам это. Я никогда не переставал вас слушать, и именно поэтому я сейчас здесь, чтобы ответить на ваши вопросы. Знай, что я люблю тебя и никогда не оставлю тебя. Я постоянно подчеркиваю это и запечатлеваю в вашей памяти, чтобы оно навсегда оставалось ясным среди множества отвлекающих факторов этого мира. Уверяю вас, что мое слово всегда будет у вас на виду. Не поддавайся отчаянию, а лучше держись за мою любовь к тебе. Так что вставай и иди, потому что я буду рядом с тобой, когда ты встанешь. Утомленный и сокрушенный, мой дух укрепит тебя. Когда твои глаза откроются перед днем, полным печали, моя любовь утешит тебя. Когда ты проснешься с затуманенным беспокойством разумом, мой совет принесет тебе покой. Привязанность, которую вы чувствуете от меня, придаст вам силы, а свет вокруг вас навсегда рассеет всю тьму. Моя любовь к тебе глубока, и я желаю не твоих страданий, а твоего благополучия. Единственный способ – отдать мне свое сердце полностью и безоговорочно. Сегодня станьте свидетелем того, как я преобразую вас. Вместо того, чтобы сидеть в печали и сожалеть о прошлом, вы в конце концов проснитесь с обновленной и радостной улыбкой. Эти слова, которые ты дочитал до конца, моя божественная уверенность в том, что твоя жизнь мне дорога, и я смотрю на тебя с глубокой любовью. Если у вас есть сомнения относительно того, как давать и получать любовь, возможно, потому что вы любили глубоко и кажется безответной, знайте, что я здесь, чтобы исцелить ваше сердце. Семена любви, которые вы посеяли, теперь начинают цвести, и счастье цветет в изобилии. Я вижу чудеса твоего упорства и красоту всего, что ты посадил. Я признаю любовь, которую ты мне дал, и то немногое, что ты до сих пор чувствовал в ответ. Люди, возможно, подвели вас, и вы, возможно, отдали им большую часть своей жизни, но я все равно забочусь о вас. Случаи, когда вы отдавали частички себя, не ожидая ничего взамен, не остались незамеченными. Ваши бессонные ночи будут вознаграждены. Это правда, что посеянное будет пожато, и вы посеяли свои семена в плодородную почву. Однако посреди слез и боли, когда мой Святой Дух течет, как река, Он превращает все невзгоды, всю вашу борьбу, все ваши страдания в благословение. Ты жаждал сил продолжать сражаться, и теперь моя рука касается тебя, моя сила открывает твои глаза. Я хочу, чтобы вы увидели будущее, которое вас ждет, ваша пустыня преобразится, ваша душа больше не будет желать любви. Я буду чтить вашу преданность делу, и ваши руки будут наполнены изобилием.
Давайте заключим эту сделку, откройте мне свое сердце, твердо верьте в меня и продолжайте свои усилия. Я буду с тобой каждый день, предлагая тебе защиту, силу и каждое мгновение показывая, как глубоко я все еще люблю тебя. Положись мне на плечо, все хорошо. Не обращайте внимания на обидный шепот в ночи, который пытается убедить вас в отсутствии любви в вашей жизни. Вместо этого почувствуй нежность моих объятий прямо сейчас. Эта боль, которую вы терпите, не является вашей кончиной или поражением. Отдай мне свою боль и найди утешение в моем присутствии. Если вам нужно поплакать, дайте слезам течь, я здесь, чтобы плакать вместе с тобой. Я здесь, разделяю ваши чувства, прошу прощения за вашу боль. Ты поймешь, что даже в самой глубокой тьме, даже перед лицом мучительного одиночества, я не оставлю тебя. Я останусь, чтобы утешить и укрепить тебя, чтобы ты понял, как много ты для меня значишь и насколько ты искренне любим. Кто сможет разлучить тебя со мной? Выслушай меня это и запечатлей это в своем сердце. Ни тоска, ни гонение, ни сомнения, ни скорби, ничто никогда не разлучит тебя с моей нерушимой, вечной, огромной и искренней любовью. Всегда помните об этом, несмотря на твои недостатки и ошибки, моя любовь к тебе остается непоколебимой. Я не терплю неудачу, я не обманываю, я не преувеличиваю. Если я миллион раз говорил тебе, что люблю тебя, поверь этому, потому что я никогда не откажусь от своей любви. У нас было бесчисленное количество разговоров, и ты слышал мои признания в любви. Сейчас самое время серьезно отнестись к своему состоянию и перестать сомневаться. Не позволяйте вашей вере быть подобно кораблю без руля, бросаемому волнами и ветрами. Вы не проиграете, вы не заблудитесь, вы не потерпите неудачу. Поверьте мне и поймите, что пришло время верить, стоять твердо, идти с верой и убежденностью. Вы уже получили от меня много подарков, и вас ждут новые благословения. Отдай мне свое сердце и никогда не переставай доверять. Я никогда тебя не оставлю, поверьте, почувствуйте это. Я здесь, поговори со мной, раздели со мной свое горе. Оставь эти заброшенные мечты у моих ног, оставьте мысли о бесполезности позади. Я хочу, чтобы ты испытал настоящую любовь, понял, наконец, что кто-то любит тебя настоящей и искренней привязанностью, любовью, какой ты никогда раньше не знал. Это прекрасная, нежная и сильная любовь, которую я испытываю к тебе. Продолжайте молиться, я не могу дождаться, когда ты будешь здесь со мной. Ты хорошо защищен моей святой мантией. Уныние, которое нападает на тебя, пытается вырвать тебя, вырвать из моих объятий и увести в пустынную пустыню. Но это не твоя судьба, это не то, что я разработал для вашей жизни. Сегодня я говорю, чтобы поднять ваш дух, дать вам мир, облегчить ваше беспокойство и дать вам силу, которую вы отчаянно ищете. Ты целуешь мою любовь. Ответьте мне от всего сердца с величайшей искренностью. Пообещайте мне, что вы останетесь в моем присутствии. Однако знай, что даже если ты попытаешься уйти или враг попытается вырвать тебя из-под моей опеки, я не отпущу тебя. Куда бы ты ни пошел, я буду рядом, держа тебя в руке и возвращая ко мне. Противник твоей души, возможно, попытается убедить тебя, что ты обречен на вечное одиночество, утверждая, что я покинул тебя из-за твоих ошибок. Это неправда.
Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Ничто не может разорвать узы моей любви к тебе, ни стыд, ни отвержение, ни неудача, ни осуждение. Моя любовь к тебе крепка и долговечна. Вы это знаете, и я вам это подтверждаю. Я подтверждаю это своими словами, зажигая ваше сердце пламенем моей вечной любви. Вы чувствуете тепло в своем духе, вселяющее в вас новую волю к жизни, несмотря на непреодолимые обстоятельства, огромные препятствия и постоянные битвы, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни. Сегодняшний день знаменует собой новое начало. Ты не останешься прежним, потому что ты принял меня в свое сердце. Ты свят, преобразился внутренне, негативные аспекты и боли вашего прошлого остались позади. Сегодня ты возродишься и будешь готов начать получать наследство, которое я зарезервировал для тебя. Меня ждет вечная жизнь. Мой Святой Дух наполняет вас, давая вам силы ориентироваться в этом мире. Когда вы почувствуете, как этот огонь коснется вашей души, ваши уста откроются для хвалы. Ты, наконец, поймешь степень моей силы. Я подниму тебя на руках, подняв на новые высоты. Ты будешь петь мне от радости, все бремя, которое вас сдерживает, исчезнет. Вы будете выглядеть так, как я вас вижу, уникальным и драгоценным. Я поднимаю вас, чтобы преодолеть ваши трудности и войти в новый этап благословений. Вы не принадлежите к группе, которая отказывается верить моему слову. Те, кто просыпается и вместо того, чтобы принять дневной свет, поддается тьме и лжи. Они чувствуют себя брошенными, потому что решили отвергнуть мою любовь и тепло, ошибочно полагая, что совершенство – единственный путь к моей благодати. Я ожидаю от вас простой и подлинной веры. Если есть люди, которые пытаются украсть вашу радость, не приглашайте их в свою жизнь. Воздержитесь от принятия их пустых предложений или поиска их бизнеса. Окружите себя теми, кто ценит и поддерживает вас, кто уважает вашу независимость и не вмешивается в ваши личные или семейные дела. Не позволяйте негативу поработить вас, давайте отвергнем слова поражения и критики. Ищите компанию тех, кто уважает вашу личную жизнь, кто не распространяет ложные истории о других и кто искренне поддерживает вас, не ища денежной выгоды в обмен на вашу дружбу. Ваше путешествие веры является личным между вами и мной. Я хочу поговорить с тобой, раскрыть тебе свои планы и намерения. Если вы хотите углубить свои отношения со мной, найдите меня здесь. Я буду ждать тебя завтра рано утром. Найдите минутку спокойствия вдали от мира, чтобы отправить мне свой запрос. Обратите внимание на слова, которыми я делюсь с вами ежедневно. Сохраняйте свою веру, ибо я отвечу вам разными способами, которые повлияют как на вас, так и на вашу семью. Я заявлюсь перед вами. Позвоните мне, и я вам отвечу. Через сны и видения я раскрою чудесные и удивительные вещи, показав вам свой путь. Я поднимаю вас в более высокий мир, где вы станете свидетелем необыкновенных чудес. Примите и поделитесь этими словами с верой, и вас окружат огромные благословения. Подходите ко мне со своими просьбами с полной уверенностью. Покажи мне свою веру, ваша благодарность – самый ценный подарок, который вы можете сделать. Сегодняшнее время, проведенное вместе,
– это самый прекрасный опыт, который у вас когда-либо будет. Так что приходите без страха, ибо я не отвергну вас. Грехи твои прощены, очищены моей жертвенной любовью. Тебе не должно быть стыдно в моем присутствии. Даже когда ты был далеко и забыл меня, я проявил к тебе милость. Я послал легионы ангелов, чтобы спасти тебя от темных сил и помочь тебе добраться до меня. Вернись ко мне завтра, как ты сделал сегодня, и принеси мне хорошие новости. Поделитесь чудесами, преобразованиями и чудесными событиями, происходящими в вашей жизни. Подтвердите свою преданность, и я выслушаю вас с огромной радостью. Я привел тебя сюда, чтобы изменить твою жизнь. Я не хочу, чтобы вы вернулись в место, полное ненависти, презрения, печали и отчаяния. Я говорю с вами сейчас, доверитесь ли вы мне или послушаете тех, кто мешает вашей вере. Они требуют совершенства, даже если у них самих есть недостатки. Никто в мире не может претендовать на совершенство передо мной. Поэтому не позволяйте вашей вере или вашему духу быть ослабленными теми, кто пытается преградить вам путь. Здесь тебя очень любят, и есть один истинный путь, одна истина и одна открытая дверь, через которую ты можешь получить доступ к вечной жизни, полному счастью и неприходящей радости. В моем присутствии ты всегда найдешь любовь, принятие и чистую, святую привязанность. Вы можете прийти ко мне с уверенностью, днем или ночью. Чувствуете ли вы себя плохо, считаете ли вы, что потерпели неудачу, или снова испытываете искушение из-за слабостей, которые привели вас к пороку, ошибкам и греху? Здесь вас тепло приветствуют, независимо от вашего статуса и обстоятельств, в которых вы оказались. Я всегда слышу ваши покаянные молитвы и готов предложить вам еще один шанс, если вы примете мое прощение и захотите начать все сначала. Подойди, предложи мне свое сердце, никаких объяснений не требуется. Я понимаю твою потребность в моей любви, и я здесь. Аминь, я люблю тебя. Доверься мне и подойди ближе, я жду тебя. Возьми мою руку, помните, что вы путешествуете со мной, и с моей поддержкой вы сможете достичь всего, о чем когда-либо мечтали. Я хочу заботиться о тебе, защищать тебя. Я очень хочу видеть тебя мирным, довольным и по-настоящему счастливым из-за моей глубокой любви к тебе. Я направлю тебя на правильный путь, гарантируя, что твои шаги будут уверенными и твердыми, не давая тебе отклониться или колебаться. Если вы последуете моему примеру, вы добьетесь большого прогресса и оставите позади свои прошлые ошибки. Вы слишком долго блуждали в ошибках, терпя боль и причиняя печаль. Я знаю, что боль твоего прошлого беспокоит тебя, но теперь ты стоишь передо мной, раскаявшаяся и смиренная душа. Как я мог не простить тебя? Я сделал все возможное для твоей победы. Я не хочу видеть, как ты терпишь неудачу. Я уже понес цену всех твоих грехов. Сейчас настало время для вас принять мою милость, принять мое прощение и перестать чрезмерно критиковать себя. Многие ожидали твоего падения, но я воспитал тебя в их присутствии, и вскоре они увидят, как я приведу тебя к успеху. Сегодня я предлагаю тебе следующее. Доверь всю свою жизнь в мои руки. Сосредоточьте свое внимание на мне. Было время, когда ты служил и обожал меня всем своим сердцем, но равнодушие мира погасило твою веру.
под влиянием тех, кто стремился скорее разочаровать вас, чем поддержать. Сейчас настало время доверить мне свое будущее и воскреснуть. Я хочу наполнить вас радостью и поразить замечательными чудесами, которые я совершу в вашей жизни. Чтобы испытать это, вы должны прийти ко мне. Сделайте первый шаг и доверьтесь мне. Оставьте свое прошлое позади, отдай мне свое сердце, и я уверяю тебя, что ты больше не будешь страдать от боли и печали. Я преобразую тебя, выработав в тебе новый характер, который жаждет моего присутствия и ненавидит грех и насилие. Больше никаких криков и гнева, доминирующих в вашей жизни. Я уберу печаль и депрессию, которые порой окружают тебя, выбросив их в морскую пучину. Примите перемены, которые я вам предлагаю, и помните, что я буду постоянно подтверждать свою любовь к вам. Я здесь, чтобы осыпать вас любовью и предложить вам защиту. Я знаю о смятении, которое вы испытываете. Пожалуйста, поделитесь со мной своими проблемами. Вот почему я здесь ради тебя. Давайте поговорим и высвободим те внутренние чувства, которые вас разрушают. Скажите мне своими словами, чего вы от меня ожидаете. Я рад услышать вашу веру и воодушевлен тем, что ваш дух обретает покой, когда вы говорите со мной, мои возлюбленные. Ваши молитвы – основа благословений, которые изменят вашу судьбу. Твоя печаль затянула тебя в бесплодную пустошь одиночества и боли. Но с каждым нашим разговором вы будете чувствовать исцеление и удовлетворение. Ваше сухое и израненное сердце найдет удовлетворение, печаль исчезнет, уступив место миру и радости, которые я дарую. Знай, что я держу тебя на руках, как делал это раньше. Я видел случаи, когда у тебя уже не было сил идти и ноги уставали. Были времена, когда ты чувствовал себя изолированным, сомневаясь в моей поддержке, но даже несмотря на твой страх и неуверенность, я был рядом, чтобы помочь тебе. Теперь я хочу, чтобы ты покоился в моих объятиях. Найдите минутку, чтобы вздохнуть и порадоваться тому, что вы со мной. За это время я желаю тебе стать сильнее. Пусть ваши шаги будут твердыми, чтобы вы могли переходить пустыни, перемещаться среди терний, ходить по камням и даже ходить по волнам морским. Не бойтесь, вы не поколеблетесь, и вам не причинят никакого вреда. Я верну вас на путь, по которому вы сможете идти независимо, с верой и мужеством. Не волнуйся, вы не одиноки. Я с вами, и важно, чтобы вы это поняли. С сегодняшнего дня путь к победе может быть трудным, но перед лицом трудностей ты мгновенно почувствуешь мои утешительные объятия, услышишь мой голос, тихо шепчущий тебе на ухо, с любовью напоминающий тебе, что ты мой сын, а я твой отец. Я люблю тебя и чувствую глубокое сострадание к твоим трудностям. Я хочу видеть тебя сильным и без боли. Держи меня, помни обо мне и приходи ко мне в гости в это священное место, где всегда можно почувствовать мою любовь и тепло. Здесь ты можешь постоянно ощущать это божественное, небесное чувство, зная, как глубоко ты любим воспитавшим тебя всемогущим Богом. Я знаю, ты чувствуешь эту любовь и веришь в нее. Каждая молитва, которую вы возносите, какой бы большой или незначительной она ни казалась, не останется без ответа. Я отвечу величественно и славно. Мы поднимаемся на более высокий уровень существования даже здесь, на земле. Путешествуя с благословениями, ходите с верой,
а не просто полагайтесь на то, что видите своими глазами. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, переживаете утрату или терпите боль, не бойтесь. Я здесь с тобой, великая сила, которая защищает тебя, как нежный отец. Я открываюсь тебе с любовью и нежностью. Ваш самый мощный актив – это ваша твердая вера в мое слово, глубокая уверенность в вашей душе, что ваш Небесный Отец ходатайствует за вас. Воистину прекрасным, нежным, величественным, ни с чем не сравнимым, божественным, вечным и сверхъестественным образом. Нет чувства более утешительного, чем осознание того, что вас глубоко любят и защищают, даже в разгар самых тяжелых сражений. Когда враг думает, что победил вас, и вы, кажется, омрачены жизненными испытаниями, вы подниметесь со слезами на глазах, но укрепитесь силой моего Святого Духа, наполняющей ваше сердце. Продолжайте идти, потому что вы на правильном пути. Желаю вам упорствовать на своем пути веры, любви, верности, надежды и искренности, осознавая, что за пределами этих испытаний есть жизнь, полная благословений, окутанная моей милостью и добротой. Я с нетерпением жду вашего ежедневного пробуждения, наполненного радостью и решимостью, свободного от воспоминаний о прошлом или чувства одиночества и отчаяния. Я рад видеть, что вы осознаете степень моей силы и то, чего я могу достичь благодаря вам. И если вы продолжаете сохранять свою прекрасную веру, самый драгоценный подарок, который вы можете мне дать, это ваше сердце, ваша преданность делу, ваша вера и уверенность в вашей душе, что мой ответ гарантирован, даже когда он находится вне вашего поля зрения. Вы достигнете больших высот, ты встанешь. Дверь моего святого престола открыта для вас, и когда вы чего-нибудь попросите, знайте, я отвечу. Я люблю тебя и всегда буду под моей святой заботой. Это было, есть и всегда будет правдой. Теперь я вас спрашиваю, вы верите? Никто не сможет сбить тебя с ног, потому что я подниму тебя. Никто не сможет победить тебя, потому что я защищу тебя. Никто не сможет проклясть тебя, ибо я благословлю тебя. Никто не сможет тебя смутить, потому что я тебя поддержу. Никто не сможет причинить тебе вред, потому что я защищу тебя. Тем, кто посмеет прикоснуться к тебе или сказать о тебе плохо, придется встретиться со мной лицом к лицу. Я забочусь о своих детях, ты никогда не одинок. Не волнуйся, следуйте своим мечтам с большей верой. Осмелитесь поверить в великолепные вещи. С этого момента давайте предпримем смелые действия. Не увлекайтесь теми, кто пытается утвердить свое превосходство над вами. Помните, что как Творец всего, я сотворил всех равными по образу и подобию моему. Мои дети, которые любят меня и искренне ищут меня, понимают, они верят и знают, куда направить свое доверие и убеждение. Это понимание беспокоит ваших оппонентов. Внешне они могут видеть в вас другого человека, но они знают, что внутри вас обитает Святой Дух, они это чувствуют и им это видно. Итак, пришло время поднять вашу веру. Вы знаете, кто вы, что у вас есть и чего вы хотите. Вы стремитесь исполнять мою волю, ежедневно доказывая себя. Не бойтесь никого, стойте с уверенностью и вступайте в битву, ибо победа неминуема, когда вы будете ходить в вере, руководствуясь словом моим, сохраняя сердце свое чистым, не испорченным пороками мира. Не думайте, что это послание предназначено только для молодых людей,
предполагая, что ваш возраст мешает вам осуществить свои мечты. Благословения приходят в вашу жизнь с неудержимой скоростью. Приготовьтесь к самому лучшему и прекрасному дню в вашей жизни. Дорогой Божией, помоги мне иметь теплое и благодарное сердце к Тебе и за все, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Собери мои осколки и сделай из меня того, кем Ты хочешь, чтобы я был. Ты создал меня, и только Ты можешь меня восстановить. Я люблю Тебя, Бог. Я Бог изобилия и желаю вам процветания во всех аспектах вашей жизни. В ближайшие 24 часа вы получите неожиданные финансовые благословения. Верьте в мои обещания, и вы станете свидетелем чудес в своей жизни. По мере того, как мы приближаемся к 2024 году, знайте, что это год исцеления, трансформации, благословений и чудес. Пришло время новых начинаний и новых возможностей. На этой неделе я утрою твои благословения. Хотя это может показаться невероятным, поверьте моим словам. Я Бог умножения, и я хочу благословить вас безмерно. Я посылаю перед тобой своих ангелов, чтобы разрушить все планы врага. Дочь моя, ты не одна в этой битве. Я прикрою твою спину и защищу тебя от вреда. Я хочу подарить вам неограниченное здоровье, богатство и процветание, чтобы вы могли быть благословением для других. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную и не погиб. Напишите Спасителю Иисуса. Бог говорит, что сегодня вы вступаете в период благословений и чудес. Этот сезон не ограничен вашими обстоятельствами, вашими ограничениями или вашими прошлыми неудачами. Это сезон неограниченных финансов, непрерывного мира и божественного вмешательства. Я Бог всего творения. Я Альфа и Омега, начало и конец. Я источник всей мудрости, знания и понимания. Мои планы на тебя благие, они принесут тебе процветание и не причинят тебе вреда. Декабрь и январь – месяцы изобилия, благословений и возможностей. Я благословляю вас и вашу семью всем, чего вы хотите, работой, деньгами, машиной и любовью, которую вы ищете. Ваши молитвы были услышаны. Я закрываю старые двери и открываю новые, чтобы принести благословение, изменяющее жизнь. Ваши финансовые вложения умножатся, и вы выиграете от улучшения финансов, отношений и здоровья. Потому что я Бог, который исцеляет, восстанавливает и искупает. Я Бог, дающий силу утомленным и надежду отчаявшимся. Если вам больно физически, эмоционально или духовно, я могу исцелить вас снова. Я могу исцелить любую рану и залечить каждое разбитое сердце. Все, что вам нужно сделать, это попросить меня о помощи, и я буду здесь, чтобы помочь вам. Если в последнее время у вас возникли финансовые трудности, повторяйте за мной. Я благодарен за те деньги, которые у меня уже есть, и я открыт для большего. Мой банковский баланс будет переполнен большим количеством денег, чем я мог себе представить. На этой неделе я пожертвую $10 миллионов, которые решат все мои финансовые проблемы. В ближайшие месяцы ваша любовь и духовная жизнь будут процветать, а ваша финансовая жизнь превзойдет ваши ожидания. Иисус сказал: «Положи свой крест за меня и живи для меня, а не для себя».
Я заменю ваш страх верой и проведу вас в трудные времена. Я собираюсь осыпать вас бесконечными благословениями, которые принесут вам больше улыбок и финансовую выгоду. Прорывы. Приготовьтесь к чудесным вещам, которые я приготовил для вас. Это ваш сезон восстановления. Бог восстановит все, что враг отнял у вас, включая ваш мир, процветание и цель. С Богом всегда есть надежда. Скажите вместе со мной: «Я распят со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Жизнь, которую я сейчас живу во плоти, я живу верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня. На этой неделе ожидайте улучшения вашего здоровья, занятости, бизнеса, отношений и финансов. Бог пошлет вам чудо, которое перечеркнет все тревоги в вашей жизни. Помните, если вы исповедуете устами своими, что Иисус есть Господь, и верите в сердце своем, что Бог воскресил Его из мертвых, вы будете спасены. Веруйте сердцем и оправдайтесь, исповедуйтесь устами и спаситесь. Напишите 2222, если верите. Дочь моя, ты должна знать, что продвижение по службе и благословение исходят от меня. То, что я обещал вам, никто не сможет отобрать, заблокировать или уничтожить. Оставайтесь в вере. Я собираюсь осыпать вас благословениями. Я знаю, что вы беспокоитесь о своих финансах, здоровье и семье, но помните, что я всегда работаю от вашего имени. Сегодня я благословлю вас миром, исцелением и победой. Приготовьтесь получить благословение, изменяющее жизнь. Ваши страдания закончились. Ваша вера оставалась сильной в самое трудное время вашей жизни. Благодаря вашей вере я благословлю вас, окажу вам благосклонность и исцелю вас. Ни одно око не видело, ни одно ухо не слышало, и никакой ум не вообразил, что приготовил Бог любящим Его. То, что я приготовил для вас, невероятно. Двери, которые я открою для вас, люди, которых я приведу в вашу жизнь, влияние, которое я вам окажу, и место, которое я вам отведу, намного лучше, чем все, что вы можете себе представить. Слава Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа, Отцу сострадания и утешения, утешающему нас во всех наших проблемах. Какими бы ни были ваши цели, заявите на этой неделе: успех принадлежит вам. В каких бы битвах вы ни участвовали, объявите, что победа за вами. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, заявите, что преодолеете их. Ваша неделя будет позитивной и изменит жизнь. И это удалось. Во имя Иисуса сегодня в ваш дом придут неожиданные деньги, чтобы напомнить вам, что я всегда на вашей стороне. В этом году ваша жизнь будет наполнена большим количеством денег, крепким здоровьем, бесконечным счастьем и неожиданными благословениями. И настоящая любовь. Я помню время, когда я был далек от Бога, и моей жизни не хватало направления и надежды. Но все изменилось, когда я встретил Иисуса. Вы вступаете в новый сезон свободы, процветания и изобилия. Дни трудностей и борьбы прошли, и наступает новый рассвет. Я сверхъестественным образом обеспечу ваши нужды и божественно защищу вас. Вы узнаете, что я Бог, который может все. Помните, что я Бог благодати и милосердия, который любит вас безоговорочно и всегда рядом с вами. Продолжайте верить, молиться и провозглашать мое слово.
потому что вы мои любимые дети, которые испытают в своей жизни неожиданные чудеса. На этой неделе ваши финансы будут расти с каждым днем, обеспечивая более чем достаточно для вас, вашей семьи и даже ваших внуков. Как христианин, я дал вам мощное оружие в ваших устах для борьбы с врагом и его агентами. Используйте его, чтобы молиться и провозглашать мое слово в своей жизни и обстоятельствах. Ваши слова обладают силой принести жизнь и смерть, благословение или проклятие. Не стоит недооценивать его силу. Пусть мир Божий, превосходящий всякий разум, храни сердце твое и умы твои во Христе Иисусе. Ходите в полноте моей любви и благодати, и пусть ваша жизнь станет свидетельством моей доброты и верности. Введите 3333, если вам это нужно. Дорогой, сын, я подарю тебе бесконечное изобилие благословений, сияющие улыбки, финансовое процветание и большее благополучие. Я приношу исцеление и жизненную силу вашему телу и разуму, позволяя вам ощутить безграничный покой и безопасность. Бог продолжает искать входа в вашу жизнь, с нетерпением ожидая вашего приглашения творить чудеса и чудеса. Откройте двери своего сердца и позвольте Божьему присутствию наполнить ваш дом, принося трансформацию и божественное вмешательство во все аспекты вашего существования. Завтра день судьбы, прорывов и чудесных событий. Приготовьтесь принять проявление ваших искренних молитв. Вскоре здоровье, богатство и любовь в изобилии украсят вашу жизнь. Приготовьтесь к череде прорывов, побед и триумфов, которые обрушатся на вас проливным дождем. На этой неделе Бог утроит ваши благословения, представляя вас свидетельством безграничных возможностей и чудес, меняющих жизнь, которые дарует Бог. Я удивлю тебя своей добротой. И с уверенностью встречайте вызовы сегодняшней жизни. Просыпаясь навстречу новому дню, вы чувствуете себя помолодевшим и сильным, с обновленным духом. Прошли времена слабости и уныния, теперь у вас есть смелость принять любой вызов. Вера заменила страх, а смелость заменила трусость. Вчера вы, возможно, содрогнулись при мысли о возможных жизненных испытаниях, но сегодня вы полны решимости и готовы к победе. Встаньте и решительно идите вперед. Я разжигаю в тебе ненасытное желание торжествовать. Доверьтесь моему всемогуществу, ибо я привел вас сюда не только для того, чтобы направлять ваши шаги, но и для того, чтобы дать вам средства победить гигантов жизни. Препятствия, стоящие перед вами, могут показаться огромными, но помните, что ничто не превосходит мою силу и мощь. Я не только привел тебя сюда, но и никогда не бросал тебя. Будьте уверены, что я буду твердо стоять на вашей стороне в каждой битве, борьбе и конфликте, с которыми вы столкнетесь в этой жизни. В моей власти и моей любви ты больше, чем победитель. Каждый внушительный противник, с которым вы сталкиваетесь, это возможность одержать победу. Я дарую вам непоколебимую решимость преодолеть любой конфликт на вашем пути, преодолеть трудности и жить в глубоком и изобилии мира. Теперь отвлеки свое внимание от своих забот и сосредоточь свой взгляд на мне. Это путешествие веры, накормите его моим словом, наполните свой разум моими обещаниями и увидите, как ваши страхи исчезнут в свете вашего сердца. Мое внутреннее присутствие позволяет вам встретиться с кем угодно и гарантирует победу в любом испытании.
Двигайтесь вперед сегодня, ваше сердце укреплено моей любовью. В конце дня поговори со мной, и я дам тебе особое благословение. Двигайтесь вперед, участвуя в жизненных битвах силой моего Святого Духа. Когда вы сражаетесь, никто не может доминировать над вами. Помните, вы сильны в моей любви и моей вере, верь, потому что с верой все возможно. Я люблю тебя, моя дочь. Начните этот день, зная, что все будет хорошо. Когда я наблюдаю за вашими усилиями, ваша доброта становится благословением в каждом добром деле, которое вы делаете. Те, кто сегодня приходит к врачу посреди страха, знают, какими бы ни были результаты, я с вами. За мной последнее слово и сила творить чудеса. Моя воля даровать вам здоровье и мир. Для тех, кто беспокоится о том, как кормить своих детей, поверьте мне. Готовлю банкет для вас и вашей семьи. Даже при наличии скептиков, ваша семья не останется голодной. Верьте, ибо я благословляю вашу жизнь. Тем, кто борется с долгами, ожидайте сюрприза, который изменит вашу ситуацию. Если вы ищете работу, вы ее найдете. Не теряйте надежды и не прекращайте поиск. Мои ангелы направляют ваши шаги, направляя вас к нужным возможностям и завоевывая расположение тех, кого вы встречаете. Вы будете заниматься работой, которая выходит за рамки ваших знаний, меняя жизнь вас и вашей семьи. Вы будете рады выплатить свои долги и даже помочь нуждающимся в окружении замечательного сообщества. Я организую обстоятельства в вашу пользу, привлекая в вашу жизнь друзей, общение и возможности. Помните эти слова, которые я говорю вам. Я ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Подходите ко всем с достоинством и смирением, и пусть улыбка украсит ваше лицо. Даже когда на твоем сердце тяжело и слезы кажутся близкими, я благословил тебя многими дарами и талантами, некоторые из которых еще предстоит раскрыть. Но сейчас настало время использовать всю милость, которую я дал тебе. Ваша радость и вера побудят других поддержать вас. В свою очередь, дочь моя, иногда простая твоя улыбка может скрасить чей-то день, человека, который тоже может нести бремя боли и одиночества. Я с тобой, и этот день будет важен для тебя. Читайте дальше и поверьте моему слову, вы подойдете ко мне с огромной радостью, пожиная благословение. Послушай меня, я очень тебя люблю, и мне нужно спросить тебя. Иногда я вижу тебя таким поглощенным суетой, вы часто участвуете в важных задачах. Но ваш дух нуждается в питании божественной водой, иначе он рискует исчезнуть. Итак, я пользуюсь этим моментом, чтобы привлечь ваше внимание, желая, чтобы вы услышали, как я говорю, я люблю тебя снова и снова в течение этого дня, во всех местах. Я буду напоминать тебе в мыслях, что даже если другие пройдут мимо тебя, я люблю тебя и слушаю тебя. Даже когда другие пренебрегают вами и мир, кажется, презирает или покидает вас, даже если вы вложили в это все свое сердце, не бойтесь, потому что я на вашей стороне. Одиночество не твоя судьба. Пусть люди думают и говорят все, что хотят. Не ищите их одобрения, все, что представляет мир, временно и пройдет. Не доверяйте и не надейтесь ни на кого. Я тот постоянный человек, который никогда тебя не подведет.
Некоторые могут быть разочарованы тем, что я не исполнил их желания. Однако я не обязан потворствовать тщеславным желаниям или игнорировать тех, кто нарушает мое слово, обижает меня и отказывается каяться. Но о тебе я говорю с любовью и никогда не устану твоего внимания. Мои слова приносят спокойствие в твою душу, когда ты целуешься и обнимаешься. Моя страховка способна их исправить, возложить на них ответственность и преобразовать. Куда бы ты ни пошел, моя любовь с нетерпением ждет тебя каждое утро, когда ты просыпаешься. Такое же сияние примет и тебя, когда моя нежная любовь проникнет в твое сердце. Он излучает радость, действуя как сила, поднимающая и поддерживающая вас, защитная сила от жизненных трудностей. Он служит путеводной звездой, освещающей ваш путь в темноте. Моя любовь – это успокаивающая мелодия, которая ласкает ваши уши, когда вы опускаете голову, и ваше пространство наполняется ароматом ваших молитв. Знай, что все, чем ты делишься со мной, принимается с любовью, выслушивается с благодатью, дается с милостью, и на нее отвечают нежностью. Любовь и еще раз любовь. Сегодня я представляю вам эту любовь, примите это с чистым восторгом ребенка. Я могу совершить еще более необыкновенные чудеса в вашей жизни, если вы предложите мне свою искреннюю и глубоко благодарную веру. Научитесь доверять мне сверх того, что воспринимают ваши человеческие чувства. Жизнь будет вызывать ваши эмоции по-разному, независимо от того, видите ли вы меня или чувствуете мое присутствие или нет, и хотя ваше путешествие полно испытаний, помните, что моя любовь к вам безгранична. Храните эту истину в своем сердце, запечатлейте ее в своей душе и никогда не позволяйте ей исчезнуть. Имейте в виду, что многие вокруг вас видят в вас что-то явно уникальное. Они являются свидетелями благословений вашей жизни, вашей сияющей радости и вашей непоколебимой стойкости. Однако некоторым трудно поверить в то, чего они не видят, и они часто упускают из виду благословения, свидетелями которых являются. Вместо того, чтобы попытаться понять свое счастье или узнать о своей вере, они могут поддаться зависти. Не следуйте его пути, воздерживаться от заключения с ними договоров. Не посещайте их собрания и не обращайте внимания на их советы. Истинные благословения будут вашими, если вы будете следовать моим учениям, отдав мне все свое существо и свое сердце. В конце концов, столкнувшись с бесчисленными испытаниями, вы можете почувствовать усталость от жизненного пути, но не волнуйтесь, ведь я здесь и с нетерпением жду вашего возвращения домой. Я буду тем, кто встретит вас, открыв дверь с широкой улыбкой и готовый предложить вам отдых, в котором вы нуждаетесь. Я хочу, чтобы ты проснулся пораньше, и я буду рядом с тобой, пока ты откроешь глаза. Пусть первые слова, которые ты услышишь в своем сердце, будут моим сладким шепотом. Ты мне нравишься. Аминь.